Продолжаем нашу программу. 29 августа в парке Горкинско-Аметьевский лес состоится первый фестиваль «Парк культуры». Он объединит на одной площадке самых ярких и талантливых представителей креативного сообщества нашей республики. Подробности предстоящего культурного события узнаем у организаторов фестиваля, у продюсера Джайв Групп Валерия Короткова и Артура Хасравяна. Доброе утро. Да, продюсеры, вот мы знаем, да. Казань избалована самыми яркими фестивалями. Что ожидается в этот раз? Кто сказал, что она избалована? Не избалован разве? На мой взгляд, очень мало фестивалей в Казани, а те, кто проходят, оставляют желать лучшего. Не буду приходить на частности, но фактом остается то, что много событий в городе делается буквально на коленках, без поддержки и администрации города, и тех, кто мог бы поддержать в последний момент. Долгое время мы были жертвами демографического такого провала в обществе, когда молодежь, составляющая основную часть посетителей в возрасте от 18 до 25 лет, просто была малочисленной. И вот сейчас мы только оживаем. На самом деле потенциал фестиваля еще не раскрыт в Казани до конца. Чем ваш фестиваль будет отличаться? Знаете, идея фестиваля зародилась таким образом, что мы организовываем фестиваль, Джайв Групп организует фестиваль «Казань Лайв», ранее он назывался «Кремлин Лайв», когда 10 лет назад мы начинали в Казанском Кремле. Вот, и у нас всегда была сцена, на которой выступали музыканты, которые представляли Республику Татарстан. И в этом году, так как наш фестиваль был частью культурной программы «Фан-феста» и чемпионата мира по футболу, у нас, к сожалению, не было возможности организовать такую отдельную сцену. Мы подумали, почему бы не сделать отдельный фестиваль, на котором будут представлены наши самые лучшие артисты, за которыми мы испытываем гордость. И я думаю, что земля Татарстана имеет право гордиться своими собственными. Да, и поэтому у нас не будет артистов, никаких не будет приглашенных артистов из-за пределов. Только все свои. Да, все свои. Гордимся своими. Мне кажется, это очень хорошая идея, испытывать гордость за то, какими талантами богата земля. Но тогда мы об этом должны поговорить. Да, хорошо, кто из казанских музыкантов примет участие? Знаете, в Казани вообще мы страдаем, как я считаю, от чего. Да? У нас в Казани отсутствует сознание общества, кто мы. То есть мало кто ассоциирует себя со столицей, например, да? Хотя мы, в общем-то, столица. Да, и в Казани очень, на мой взгляд, есть проблема того, что лучшие умы и прогрессивные какие-то люди, покидая город, на их место приезжают не менее уважаемые люди из деревень и колхозов, которые составляют немного другой культурный контекст. И поэтому в Казани бытует такой стереотип. То есть можно привести артиста из Москвы, из Таиланда, да, на которого придет условно 1000 человек и будут его с удовольствием слушать, и он им понравится, потому что он из Москвы и Таиланда, например. Либо, если выступает артист гораздо более талантливый, но казанский, так получается, что отсутствие этого привозности, что ли. То есть вместо раскрученных более идут, что ли, да? Так получается? Людям важнее история про артиста, чем его сама музыка. И нам хотелось бы внести свой вклад создать собственную историю. Да, и создать собственную историю, и все-таки показать, что артист ценен своим материалом, а не бэкграундом. Знай наших. Да, это, кстати, один из тегов, очень хорошо. Давайте, какие будут наши музыканты? Кто будет выступать? Значит, будут... В общем-то, в этом году, на самом деле, мы делаем этот проект пилотным. Сразу могу сказать, что мы его делаем без поддержки со стороны государства, хотя много есть проектов, которые государство, в лице, кстати, Министерства культуры Республики Татарстан, к которому всегда испытываю большое уважение, благодарность и поддерживать. Кстати, не могу не отметить, что очень много мероприятий в Казани. Все-таки, действительно, я понимаю, откуда ваша мысль о том, что Казань избалована. Есть определенное количество мероприятий, которые в последние годы появилось, и мы видим этот возрастающий поток. Но вместе с тем я согласен с Артуром, что этот поток надо направлять, развивать дальше и делать его более осмысленным, целенаправленным. Так вот, в этом году мы делаем этот проект пилотно. И поэтому многие из наших друзей-музыкантов оказали нам определенную поддержку и уважение и приняли участие в нашем фестивале. Мы думаем, что мы развернемся по-настоящему уже на следующий год. А в этом году вместе с ночной мэрией, с Артуром, мы пригласили проверенных, испытанных музыкантов, наших друзей во многом, которые всегда поддерживают какие-то движения нашей души. Здесь и Рома Кузнецов с группы «Хитобой», здесь и Кулай, здесь и 4 сезона, здесь и наш собственный проект «Альма», где мы будем играть
играть такой мультиэтнический формат в сопровождении электроники. Здесь и группа «Трамвай», «Ледокол Пушкин», и много разных общем, коллективов. И знакомые кроме того, такие, да, звоните? да, и кроме того, у нас большое количество мастер-классов и фотовыставка. и- Просто мы Да. хотели как раз узнать, помимо музыки, что еще ожидает посетителей фестиваля? Да, помимо музыки будет серия мастер-классов, которая будет происходить в павильоне «Куб». Кстати, очень приятное такое и интересное место в самом Горкинско-Аметьевском парке. Вот, кроме этого будет, естественно, обычная инфраструктура для всех фестивалей. Это фудкорты, ярмарки и прочие какие-то активности, выступления детского танцевального То есть вот для детей коллектива тоже что-то «Мандарин». будет, да? Да. Хорошо. Вот, то есть, Как минимум лужайка. да, вот. Уже хорошо. Да, еще раз говорю, мы в этом году испытываем какие-то моменты и смотрим на это как на пилотный проект, потому что здесь все опытные организаторы собрались, и мы понимаем, что прежде чем запустить какой-то глобальный проект, нужно посмотреть, как это все происходит вообще. Но я думаю, что это будет очень хорошее, достаточно массовое и красивое мероприятие накануне главного праздника республики, Да. так что мы всех ждем именно 29 числа вечером с 4 часов уже. Вот, приглашайте, да, вот пользуясь Да. случаем, приглашайте телезрителей наших. 29 августа в Горкинско-Аметьевском парке. Лесу. Начнет, кстати, прекрасный электронный музыкант Эмиль Бизар Так. со своим собственным сетом. Вот еще кого забыл упомянуть. Вот. И в 4 часа у нас стартует фестиваль прямо на лужайке, павильон «Куб». Такое запоминающееся Да. местечко очень красивое есть внутри парка. И Отлично. сам парк очень красивый. Вот, кстати, еще о формате. То есть сам парк предлагает определенную атмосферу, и фестиваль, который проходит в парке, он ведь немножко другой, чем, допустим, на каком-то Да, да, огромном да. открытом пространстве. Он, мне кажется, более такой будет Ну, я думаю, комфортный. все, кто придет, обязательно насладятся и музыкой, и общением, и вообще красотой парка. Спасибо большое, что пришли, рассказали. Спасибо. Удачи вам, и пусть этот пилотный проект, он, как говорится, откроет дорогу в путь. Спасибо вам большое. всем нам. Спасибо за приглашение. Это уже будет очень скоро. Фестиваль состоится послезавтра.